Коми – автономная республика. Северные ее границы проходят за полярным кругом. Южные районы лежат на широте Ленинграда и Стокгольма. По своей территории республика больше Финляндии и лишь немногим уступает Швеции. Сегодня Республика Коми – основная топливная база европейского севера нашей страны. В решениях 26-го съезда партии говорится: продолжить развитие отраслей топливно-энергетического комплекса в Коми АССР, улучшить использование лесных ресурсов европейского севера. Мы пришли в кабинет первого секретаря Коми обкома партии Ивана Павловича Морозова в тот день, когда собрались здесь недавно избранные делегаты 26-го съезда КПСС. Люди были взволнованы, горды оказанным доверием, говорили об успехах своих коллективов. Тогда мы и взяли несколько интервью у делегатов 26-го съезда КПСС. Слово работнице Сыктывкарского лесопромышленного комплекса Нине Александровне Ильиной. Наша республика Коми является республикой леса. Один только наш Сыктывкарский лесопромышленный комплекс выработал за пятилетие 924 тысячи тонн бумаги. И мы гордимся тем, что каждая третья книга в Советском Союзе печатается на сыктывкарской бумаге. В 10-й пятилетке коллектив Сыктывкарского лесопромышленного комплекса значительно увеличил выпуск продукции. Возросло производство древесно-стружечных плит, целлюлозы, кормовых дрожжей, бумаги. О самой крупной шахте бассейна рассказал нам герой социалистического труда Анатолий Михайлович Сахаров. Наша республика – это республика угля. Можно привести такую цифру, что за пятилетие Республика Коми СССР было добыто 139 миллионов тонн угля. В том числе шахта Вергашовская, это новая шахта, ровесница пятилетки, добыто около 19 миллионов тонн угля. Это новейшая шахта, оснащенная новейшей техникой, которая в год добывает 4,8 миллиона. А для того, чтобы давать такие тонны, надо, соответственно, давать и хорошую проходку. План на год по нашей шахте, по шахте Вергашовской, 25 километров. Если сделать сравнение, что вот в шахте план 25 километров, наша бригада, проходческая бригада, она за пятилетие добыла 26 километров 893 метра. Это, то есть, одна бригада обеспечила работу шахты целый год. О делах сельских тружеников говорила бригадир совхоза Припечорский Эмилия Петровна Федотова. Наша республика северная, и в развитии сельского хозяйства имеются свои трудности, особенно в развитии животноводства. Но по нашему совхозу, только в нашем Нерицком отделении за пятилетие увеличили производство молока и мяса на 25%. Труженики сельского хозяйства республики за пятилетку выполнили 6 годовых заданий по заготовкам картофеля. Сдали государству сверх плана 6 тысяч тонн овощей, свыше 17 тысяч тонн молока. Несколько слов мы попросили сказать командира авиалайнера Ту-134 Петра Прокофьевича Сергеева. Коми СССР занимает огромную территорию.
И трудно представить нашу республику без авиации. Наши авиаторы помогают нефтяникам, геологам, буровикам и лесникам. За 10-ю пятилетку авиации Коми Республики перевезено около 8 миллионов пассажиров и около 600 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов и почты. Да, невозможно представить себе Коми-республику без авиации, без комфортабельных лайнеров, без вертолетов, которые могут доставить в труднодоступные места строительные конструкции и материалы. Слово бурильщику Николаю Павловичу Степанову. Наша республика, край нефти и газа, за 10-ю пятилетку добыча нефти увеличилась в 2,5 раза. Добыта нефти и газоконденсата 83 миллионов тонн. Наша бригада набурила за пятилетку 36 тысяч метров горных пород. Свой посильный вклад в дело дальнейшего развития Коми-республики внесли и деятели искусства. Вот что рассказала нам народная артистка СССР Глафира Петровна Сидорова. Мы тоже считаем, работники культуры, что пятилетку окончили успешно. Это гастроли в Москве, золотой юбилей театра, орден дружбы народов, высочайшая награда. А для меня лично присвоение высочайшего звания народной артистки Советского Союза. Говорит каменщица Печорстроя Галина Александровна Сандратская. Наша республика – это огромная строительная площадка. Если на нее посмотреть с высоты, то кругом видны башенные краны. Профессия строителей – это самое нужное, потому что мы даем людям жилье. За 5 лет введено жилья свыше 2,5 миллиона квадратных метров. Более 190 тысяч человек улучшили свои жилищные условия. Обеспеченность благоустроенным жильем – один из важных показателей уровня нашей жизни. Около 400 тысяч квадратных метров жилья построено за пятилетие в сельской местности республики. В те дни, когда заканчивались съемки нашего киножурнала, делегаты 26-го съезда партии уже съезжались в Москву. Повсюду на предприятиях республики подводились итоги предсъездовского социалистического соревнования, намечались новые рубежи. С радостью и удовлетворением мы отмечаем, фабрика нетканых материалов, ровесница минувшей пятилетки, досрочно вышла на проектную мощность. Тянутся новые нити газопровода Уренгой, Ухта, Грязовец. Поднимаются новые вышки. Все глубже и глубже уходят буры на новых месторождениях нефти и газа. На Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе 64% продукции основного ассортимента выпускается со знаком качества. Хорошеют и благоустраиваются города и поселки Северного края. На новом стадионе в столице республики проходят международные спортивные встречи. В новом бассейне могут заниматься плаванием все желающие. Большие перемены произошли в Коми-крае за минувшее пятилетие. 26-й съезд КПСС поставил новые задачи. Основное направление 11-й пятилетки – обеспечить дальнейший рост благосостояния советских людей. Забота о благе народа – главная цель нашей партии и государства.